Января текущего года, по настоящее время, было проверено 581 объект, где было обнаружено 456 единиц майнинг оборудования. Но если взять по большому количеству, где это было выявлено, то Чемчирский район, город Сухум, так скажем, лидирующую позицию занимает. Но при всем при этом, то есть предельно активно ведется оперативная работа по получению информации о возможном подключении и, соответственно, выявлению больших объектов, где могли бы быть сконцентрированы эти машинки. В то же время, если период, самая большая ферма была за 53 единицы, 25-30, так, фактически в больших количествах уже не наблюдаем и видим, что действительно идет серьезный спад по подключению. И я думаю, это все связано с комплексом мероприятий, которые осуществляются, в том числе и фактически невозможностью ввезения на территорию Республики Абхазия этого оборудования, так как таможенный комитет ведет активную работу, и в принципе совместно мы проводим комплекс мероприятий со всеми службами. В городе Сухум был сформирован оперативный штаб, в который вошли представители администрации, МУП СУЭС, представители УПРАВ и МВД, также госстандарта. На сегодняшний день по городу Сухум проверено 1895 объектов по районам города. Индивидуальных жилых домов 1620, многоквартирных 152, выявлено нарушений 132. Как уже до этого Султан Мелович заметил, основные нарушения — это отсутствие технических условий на присоединение к сети, также самовольное присоединение. На сегодняшний день эта работа продолжается, оперативный штаб продолжает свою работу. Мы сейчас приступили уже к обходу района Турбазы, это Нагорная часть. Работа в этом плане ведется, не останавливается, и оперативный штаб докладывает о своей работе. Один раз в неделю собирается оперативный штаб для подведения итогов, 2 раза в неделю проводятся рейдовые мероприятия с представителями всех структур, входящих в оперативный штаб. То, что сегодня вот такой небольшой спад происходит по коррупционным делам, это, конечно, не совсем хороший сигнал, но я думаю, что мы сможем активизировать в дальнейшем нашу работу, тем более, что есть потенциал, есть опыт. Здесь очень опытные ребята из МВД, других служб, которые готовы раскрывать, выявлять эти преступления. Тем более, что 2020-2021 год показали, когда мы совместно проводили такие мероприятия, мы ряд коррупционных преступлений тогда вместе выявили, очень много дел возбудили. Часть из этих дел находится сегодня в судах, по ним проходят процессы, по некоторым уже вынесены приговоры. И это результат нашей совместной работы. Но с учетом того, что у нас создана такая рабочая группа в 2023 году и представляют эту группу достаточно опытные, квалифицированные сотрудники, я думаю, что результат будет. Конечно, нельзя сегодня сказать, что у нас благоприятная ситуация в республике складывается. Об этом рано пока еще говорить, но усиливать работу в этом направлении нужно. Считаю, что и в районах прокуроры, которые координируют работу, прокуроры районов, планомерно должны заниматься этим вопросом. Почему? Потому что коррупция – это самая значимая работа в системе правоохранительных органов. Все будет зависеть от вас, насколько плотно вы будете уделять этому внимание и насколько пристально вы будете заниматься и активно этой работой. Необходимо привлекать начальников других служб, МВД, СГБ, которые занимаются оперативной работой. А эта работа должна быть тесная, с органами предварительного расследования. Только так мы вместе сможем получить результаты.